Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Чеченской Республики, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, кавалер ордена Кадырова Раминат Дагаева. Маршал Раминат. Дядя кто? Я по-чеченски, по-нашему, Рамнат. Можно, да? Да, конечно. Смотрите, Рамнат, есть мнение, что заболеваемость ОРВИ, гриппом и коронавирусом растет по всей стране. А вот как у нас ситуация в республике? Да, рост заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдается на территории всей Российской Федерации, но эпидемиологическая обстановка, в частности, Чеченской Республики, остается пока на данный момент стабильной. Рост заболеваемости мы ожидаем в ноябре. А все-таки ожидаем? Да, потому что эпидсезон, именно активный эпидсезон начинается у нас на территории Чеченской Республики, как обычно, это ноябрь, декабрь. И по всей стране рост заболеваемости ожидают на конец ноября и на декабрь. А с чем это может быть связано? Есть мнение также, что рост заболеваемости в это время года связан с увеличением числа социальных каких-то контактов. Но социальные контакты тоже нельзя исключать, но в первую очередь это климатические условия. То есть для того, чтобы возникло любое заболевание, необходимо 3 фактора. Это первое – переохлаждение, второе – возбудитель, и третье – состояние иммунной системы. Естественно, пока у нас на улице теплая, хорошая погода, число пациентов, которые переохлаждаются, естественно, их меньше, и, соответственно, у нас заболеваемость будет ниже. А похолодание будет, температура на улице будет снижаться, соответственно, число переохлаждений будет увеличиваться, число заболевших тоже. И, естественно, контакты. Контакты у нас с начала учебного года. Естественно, дети выходят с каникул, активно посещают организованные коллективы, соответственно, будет повышаться рост заболеваемости. И в сентябре чаще всего многие находятся еще в отпусках, то есть они не приступили к своим функциональным обязанностям. Детские коллективы не так загружены, и дошкольные, и школьные учреждения. И, соответственно, в октябре как-то начинается все это. Но рост заболеваемости на территории Чеченской Республики есть, но это все на эпидемиологически контролируемом уровне. Ситуация контролируема. Да, на данный момент. все-таки этой заболеваемости есть понятие сезонности. Конечно, да. Кто бы что бы ни говорил. Да. Естественно, сезонность на территории Чеченской Республики обычно наступает в ноябре. Ноябрь, декабрь, январь. То есть это пик заболеваемости. Именно в эти месяца мы ожидаем. И какие заболевания мы должны ожидать? Грипп, коронавирус? Что? Мы ожидаем рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. В понятие острые респираторные вирусные инфекции входит тот же самый грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция, норовирусная инфекция, астровирус, респираторно-синтециальная инфекция, плюс еще новая коронавирусная инфекция COVID-19. А какие вирусы себя лучше чувствуют осенью, зимой? Или нет такого понятия? Нет. Дело в том, что все вирусы, почти все перечисленные мною вирусы, устойчивы при низких температурах. При низких температурах? Да. Эти все вирусы устойчивы при температуре до минус 70 градусов. То есть чем ниже температура, но наоборот, чем выше температура, соответственно, это для них гибель. Например, плохо выживают вирусы в условиях повышения температуры больше 37 градусов. Естественно, ОРВИ, все вирусы ОРВИ, грипп, новая коронавирусная инфекция. При повышении температуры тела устойчивость их, естественно, ослабевает. А чем ниже температура, это благоприятная среда для вирусов. Хорошо. И как мы должны приготовиться к ноябрю месяцу? Ну, во-первых, у нас в первую очередь это специфическая профилактика. Специфическая профилактика у нас началась активно с 1 сентября, то есть сентябрь, октябрь, ноябрь мы должны интенсивно провакцинироваться. Вакцинация от гриппа, она предусматривает того, что иммунитет развивается в течение, минимальный иммунитет в течение 21 дня, максимальная иммунная система активируется в отношении, например, определенного вируса гриппа в течение 3 месяцев. Поэтому начало вакцинального сезона началось с 1 сентября 2023 года, сезонного гриппа. Только лишь вакцинация? Нет. Только лишь вакцина? Это специфическая профилактика. Естественно, у нас есть и неспецифическая профилактика. Неспецифическая профилактика – это повышение общего иммунитета. То есть прием витаминов, прием каких-то БАДов, которые содержат необходимые вещества, в частности, витамин С, Витамин С – это есть аскорбиновая кислота, витамин D, цинк, микроэлементы, которые необходимы для организма, чтобы правильно сформировался иммунитет в отношении вирусных инфекций.
Маски нужны? Конечно, да. Нужно приготовить? Да, обязательно. С началом эпидсезона, во-первых, активируется, во-первых, выделение возбудителя во внешнюю среду. Естественно, если человек находится в стадии заболевания, ему необходимо носить маски, чтобы даже защитить окружающих от воздействия его вируса на других, естественно. И часто болеющим пациентам, которые посещают, например, медорганизации, им тоже лучше посещать эти организации в масках. Но дело в том, что в медорганизациях уже вышел приказ Минздрава Чеченской Республики об активации эпиднадзора за острыми респираторными вирусными инфекциями и введении масочного режима на территории медорганизации. То есть во всех медорганизациях и медработники для посещения медработники должны носить маски, это в первую очередь, то есть соблюдать все противоэпидемиологические мероприятия. Плюс еще при посещении медучреждения рекомендуется настоятельно надевать маску. Это распоряжение уже есть, Да, и оно уже действует. Да. То есть, если я захочу зайти в какое-то медучреждение, мне нужно обязательно, болею, не болею, разницы нет. Вы обязаны надеть маску. Обязан уже надеть маску. Да. И это очень правильно, я с этим согласен. А чем нынешний сезон, Рамина, сезон гриппа в регионе может отличаться от предыдущего? Есть такие прогнозы какие-то? Определенных прогнозов на территории Чеченской Республики пока нет. Но дело в том, что мировое сообщество было обеспокоено новыми штаммами вируса гриппа. Новые штаммы, новые варианты вируса. То есть есть несезонный вариант вируса. Например, в Америке выявили несезонный вариант вируса 4 августа. США выступила с докладом, что на территории штата Мичиган у них выявлен новый случай нового несезонного варианта гриппа. Гриппа N1, H1N2. То есть это по-другому свиной грипп. Но дело в том, что 19-летний пациент плотно контактировал с животным на ярмарке и заболел гриппом. Естественно, сделали исследование, так как у него был эпиданамнез, посещение именно вот этой ярмарки с животными, естественно, его обследовали. И в ходе обследования выявили этот новый штамм несезонного вируса. Как я уже повторяю, что этот штамм относится к свиному гриппу, но дело в том, что он передался от животного к человеку. И мы должны наблюдать за этим вирусом. Почему такое интенсивное, такое настойчивое наблюдение за этим пациентом? Мы должны посмотреть, вообще медицинское сообщество должно понаблюдать за этим пациентом, как поведет себя вариант этого вируса. Почему настолько должна быть настороженность? Потому что именно вот новые варианты вызывают пандемии. Дело в том, что при обследовании было наблюдение за этим пациентом, было наблюдение за контактными, и выявили, что да, этот пациент заразился от животного, то есть в частности от свиньи, но сам пациент не являлся для других членов общества, то есть, например, этот вариант вируса не передается от человека к человеку. То есть не является заразным? Да. Вот это доказали в результате наблюдения, в результате обследования контактных, и повторно представлен был доклад, что этот вариант вируса, несезонный вариант вот этого вируса гриппа А, он не опасен для общества, для населения, и в плане обеспокоенности этот вариант вируса не должен вызывать. Но такие случаи, естественно, они фиксируются, ими занимаются. И как только будет такой случай, эта страна должна представить доклад Всемирную организацию здравоохранения, и ВОЗ должно принять какие-то мероприятия, какую-то резолюцию. На данный момент исключили опасность от этого вируса, опасность пандемии, но настороженность есть в любом случае во всех странах мира. А если вопрос задать вам так, чем отличается нынешний сезон гриппа от предыдущего? Ничем. Ничем? Пока ничем. Хорошо. Но я слышал также про египетский штамм, гонконгский штамм. И такие есть? Конечно. Любые штаммы на территории определенной страны, они могут мутировать. И, соответственно, А у нас в России какие доминируют, какие циркулируют? Но у нас на сегодняшний день? На данный момент, да, на данный момент у нас сезонный грипп, что мы и ожидали. Никаких новых вариантов субтипа нет. И по заболеваемости, по анализу заболеваемости, например, у нас вот общей когорте ОРВИ идет 5% заболевших гриппом, там сезонный грипп, 27% это заболевшие омикроном,
ну, из всей субпопуляции ОРВИ. И в частности, никаких как бы предпосылок на данный момент у нас нет. Но Новый штамм, относиться да. к этому нужно серьезно. Конечно, да. Поэтому пока те штаммы, которые у нас циркулируют на территории Российской Федерации, в вакцине есть, у нас предусмотрена эта вакцинация, и вакцинация, соответственно, формирует иммунитет именно в отношении тех штаммов, которые у нас циркулируют. Кстати говоря, вакцина есть? Да, конечно, да. В хорошем количестве. Да, во всех учреждениях, во всех учреждениях, в холодовом центре вакцины достаточно, она есть в наличии. Любой пациент может обратиться в поликлинику по месту жительства, его провакцинируют. Организованные коллективы вакцинируются на рабочем месте, неорганизованное население может посещать поликлиники и там вакцинироваться. Смотрите, COVID-19. Печально известный COVID-19. Мне не кажется, что он ушел с арены. Нет, он Вам не кажется? Ушел. Нет, не ушел. Он циркулирует, он есть. Есть рост заболеваемости ковидом на данный момент. Но он с нами уже 4 года. Да. 4 Кстати говоря. И как сейчас, на сегодня можно охарактеризовать ситуацию с коронавирусом у нас в республике? У нас на протяжении последних 3 недель наблюдается рост заболеваемости омикроном. Да. Именно рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции, случаи подтвержденных случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекции постепенно повышается с недели на неделю. Но рост госпитализаций, мы не наблюдаем роста госпитализации. Ну, слава Аллаху, слава Аллаху. Но настороженность есть, естественно. Мы проводим скрининговые обследования всех пациентов, тяжелых пациентов, которые находятся в стационарах, во всех стационарах республики. Также идет скрининговое обследование в поликлиниках, то есть первичное звено тоже активно обследует пациентов, естественно. И среди вот этих обследованных мы наблюдаем рост положительных случаев новой коронавирусной инфекции. а это не сыграло с нами злую шутку? Нет, но мы готовы к росту заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Койки развернуты, противовирусные препараты есть в наличии, в стационарах есть противовирусные препараты. Соответственно, маршрутизация есть, госпитализация направленная есть, койки развернуты, и дополнительные, при необходимости есть возможность развернуть и дополнительные койки. Мы готовы. Да, медорганизации и наше сообщество готово. Но что касается в отношении населения, население немножечко подзабыло. Я и хочу сказать, вот расслабилась, или как будет правильно слово, расслабились, успокоилась, И каким будет правильное слово, я не знаю, но Да, мы подзабыли. подзабыли. Вот это правильное слово, вот это правильное слово. И что мы должны вспомнить сейчас в срочном порядке? Ну, во-первых, мы должны вспомнить, что это ничего не может быть бесследно в плане последствий, в плане течения заболевания. Да, мы расслабились тем, что да, на территории Российской Федерации циркулирует на данный момент омикрон. Штамм омикрона, естественно, он протекает более в легкой форме. Но А я слышал, какой-то пиролла. на территории Российской Федерации пироллы нет. Пиролла нет? Нет, это новый штамм вируса, новой коронавирусной инфекции. Он, да, зафиксирован на территории и США, Европе, его тоже случаи заболеваемости есть. Ну, говорили, что это вариация нашумевшего омикрона. Да, но на территории у нас есть Эрис, тоже один вариант омикрона. Да, он циркулирует в небольшом количестве, кстати, но пиролы нет. Эрис, я слышал, он развернулся в США в полном масштабе. На территории Российской Федерации он тоже есть. Тоже появился? Да. Но у нас пока... В Чеченской Республике нет. И дай Аллах, чтобы его не было. Смотрите, получается, что коронавирус продолжает и сейчас действовать, стараясь распространиться на территории нашей страны. В то же время к нам идет грипп. Да. И как тут? Не получится ли так, что болезнь наложится одна на другую? Возможно, когда одна болезнь... И чем это может грозить человеку? Взаимодействие ковид и гриппа, скажу так. Дело в том, что один вирус может подавлять течение другого вируса. Так. То есть они могут быть конкурентами, это раз. Возможно, они могут дополнять друг друга. Возможно, мутация в одном организме может смутировать два вида вируса в одном организме. Соответственно, они могут более тяжелое течение вызвать, течение заболевания. Разные сценарии есть, и они могут быть. Но на данном этапе дело в том, что когда идет активация
одного вируса идет подавление другого вируса. Поглощает. Да. Не Более поглощает. слабого. Да. Дело в том, что последние года мы, наоборот, наблюдали снижение заболеваемости гриппом, так как у нас действовала новая коронавирусная инфекция. В частности, мировое сообщество обеспокоено тем, что в этом году, возможно, учитывая то, что подряд последние 3-4 года подавлялся вирус гриппа, он может стать более активным, то есть и может подавить омикрон. Но эволюция есть эволюция. Каждый вирус борется за макроорганизм, естественно, конкуренция между ними будет. То есть, если у нас будет рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции, соответственно, у нас будет снижение заболеваемости гриппом. Но в плане всего этого ВОЗ рекомендует проводить вакцинацию и в отношении новой коронавирусной инфекции, и в отношении гриппа. Дело в том, что те антитела, которые у нас наработались в плане вакцинации, в плане того, что мы переболели новой коронавирусной инфекцией, ученые Всемирной организации здравоохранения доказали, что они малоэффективны в отношении, например, пиролы. То есть малоэффективны. То есть дело в том, что даже если у пациента такие данные в литературе, что даже если есть антитела, хороший уровень антител в отношении новой коронавирусной инфекции, эти антитела могут не сработать в отношении пиролы. Такое предположение, да. Интересно. И поэтому рекомендуют вновь провакцинироваться, то есть освежить свою иммунную систему, уровень антител, естественно, поднимется, и, соответственно, это... Освежить. Да, освежить. Это обязательно. Да, обязательно. Ну, допустим, Рамнат, допустим такую ситуацию, или ее допустить нельзя, что человек может заболеть и коронавирусом, и гриппом одновременно. Может, да. Такие случаи у нас тоже были. Это называется микст-инфекция, соответственно. Но дело в том, что противовирусные препараты, которые есть в отношении, например, новой коронавирусной инфекции, они активны в отношении гриппа тоже. Но это же создает нагрузку и для организма. Да, для организма создает. Дело в том, что это дает нагрузку для организма, плюс еще пациенты с отягощенным фоном, для них это еще дополнительная нагрузка. Почему? Пациенты с отягощенным фоном – это пациенты с заболеванием сердечно-сосудистой системы, заболеванием эндокринной системы, заболеванием бронхолегочной системы. У таких пациентов, естественно, тяжесть состояния еще может ухудшиться, то есть микс-инфекция наложит дополнительные отягощающие факторы на течение этого заболевания. Рамнат, еще раз, что нужно сделать нам, чтобы отгородить себя от этих заболеваний? Прежде всего, К чему мы должны вернуться в первую очередь? Прежде всего, мы должны провакцинироваться Это от сезонного гриппа. А еще? Соблюдать санэпидрежим, Так. то есть соблюдать личную гигиену, не контактировать тесно с животными обязательно, не контактировать с пациентами, где есть явная клиника острых респираторных вирусных инфекций, и, соответственно, стараться меньше посещать мероприятия массового публичные мероприятия. Это особенно относится, я опять-таки же повторяюсь, это особенно относится к пациентам с отягощенным анамнезом. То есть это пожилым людям, у которых много хронических заболеваний, я бы им настоятельно рекомендовала не посещать вот такие мероприятия. Если насморк, еще что-то, еще какие-то симптомы, лучше сразу к врачу. Конечно. Если есть повышение температуры. Мы же не можем знать, чем мы заболели. Да. И обследоваться тоже же необходимо. Сразу к врачу, он поставит диагноз, не надо спешить на работу, еще куда-то. Проведет обследование. Масочку надеть. Да, заберет анализы на новую коронавирусную инфекцию, на ОРВИ обследует, назначит противовирусные препараты, активные в отношении многих вирусов, соответственно. И, соответственно, в течение заболевания можно на ранних этапах лечения в течение заболевания элиминировать, нежели допускать какие-то осложнения в дальнейшем. Лучше предупредить. Да, заболевание. Предупредить лучше вообще вакцинации. Но если это заболевание уже началось, лучше на начальных этапах адекватно это пролечить, чтобы не было осложнений. Чтобы наши телезрители это знали. Постельный Нельзя режим, относиться к этому очень так, спустя рукава. Конечно, осложнения при любых вирусных инфекциях, даже даже если нет новой коронавирусной инфекции, любая острая респираторная вирусная инфекция дает всегда осложнения в каком-то процентном соотношении. Это отиты, это гаймориты, это пневмония, это поражение верхних дыхательных путей, поражение нижних дыхательных путей. Соответственно, эти осложнения были всегда, они есть и будут.
Кстати говоря, а есть ли какие-то другие респираторные заболевания, я правильно произношу? Да, острый респираторный. И что мы должны о них знать? Но, как я уже повторяюсь, что есть Вот я хочу, чтобы вы еще раз повторили, чтобы мы запомнили. Прошу. Да, острый респираторный вирусная инфекция. Это грипп. Так. Грипп бывает 3 типов. Тип А, тип Б, Так. тип С. Далее, парагрипп. Это тоже вирусная инфекция, острая респираторная вирусная инфекция. Точкой приложения является гортань, глотка. Далее, респираторно-синтециальная инфекция, риновирусная инфекция, тоже острая респираторная вирусная, и новая коронавирусная инфекция. К этой же группе вирусных инфекций можно отнести аденовирусную инфекцию, норовирусную инфекцию. Также можно отнести ротавирусную инфекцию. Хотя ротавирусная инфекция относится к кишечным инфекциям, но она может клинически проявляться помимо поражения желудочно-кишечного тракта. Кстати, поражение желудочно-кишечного тракта характерно и для гриппа, и новой коронавирусной инфекции. Но для этой инфекции, ротавирусная инфекция, также могут быть какие-то катаральные изменения. То есть нужна всегда настороженность в этом отношении. И все эти инфекции относительно легко передаются. То есть заразность очень высокая, инфекционность высокая. При тесных контактах передается, через предметы обихода передаются. Поэтому нежелательно брать чужие вещи, даже если вы видите, желательно часто мыть руки, часто мыть руки, теплое питье, промывание верхних дыхательных путей. Это все рекомендую настоятельно всем, особенно в этот эпидсезон. И вакцинация. Вот от всех этих заболеваний. Да. Только лишь вакцинация. Вакцинация, я еще раз повторяю, что вакцинация, она идет только в отношении вируса гриппа и в отношении вируса новой коронавирусной инфекции. Вот. У нас бытует это мнение. Вот я привился, и почему я болею острыми респираторными вирусными инфекциями? Вы меня правильно поняли. Почему я подчеркнул? Да, почему я болею острыми респираторными вирусными инфекциями? Из всех острых респираторных вирусных инфекций наибольшее количество осложнений дает грипп. Соответственно, вакцинация от вируса гриппа. Нет вакцинации от парагриппа, нет вакцинации от респираторно-синтециальной инфекции, нет вакцинации от риновирусной инфекции. Но эти вирусы, в свою очередь, очень мало дают осложнений, таких грозных осложнений. Самые грозные осложнения дает новая коронавирусная инфекция, соответственно, и грипп. Соответственно, вакцина разрабатывается ежегодно в отношении гриппа, ежегодно разрабатывается вакцина на определенный сезон. То есть с набором штаммов, каким штаммом необходимо, чтобы у нас сформировался иммунитет. Поэтому есть бытует мнение, я в прошлом году привился, и в этом году у меня иммунитет тоже будет. Нет, каждый год, естественно. У нас есть северное полушарие, южное полушарие. Соответственно, в северном полушарии люди начинают болеть острыми респираторными вирусными инфекциями раньше, потому что у них зима раньше. Оттуда берутся вот эти фрагменты штамма, и каждая страна делает вакцину именно в отношении сезонного вот этого гриппа. Соответственно, мы получили уже вакцину, которая активна в отношении именно этого сезонного гриппа, который наблюдался в северном полушарии, естественно. Поэтому нужно вакцинироваться ежегодно и помнить, что вакцина вас защищает от вируса гриппа. Но это определит врач. Да. Если у него появились, точнее, симптомы. У человека появились какие-то определенные симптомы, да. какая болезнь, чем заболели, определит врач. Да. На основании клинических данных и, естественно, лабораторных исследований тоже. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи. Спасибо большое, что пригласили тоже. А на сегодня это все, дорогие друзья. Вы сами все слышали. Тут добавить, отнять нечего. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Чеченской Республики, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, кавалер ордена Кадырова Раминат Дагаева. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.